Заметным событием в жизни столицы стал 4-й съезд оленеводов, который собрал делегатов из 18 оленеводческих районов республики. Также в работе съезда участвовали члены Ассоциации оленеводы мира из регионов России, гости из Монголии и Китайской Народной Республики. Пленарное заседание съезда, которое состоялось 19 марта, открыл председатель правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Евгеньевич Бычков. От имени правительства Республики Саха-Якутия от себя лично сердечно вас приветствую на съезде. Оленеводство – это не просто отрасль сельского хозяйства. Это неотъемлемая часть богатой культуры, традиционного уклада жизни и исторического наследия народов Якутии. Оно является основой экономики многих арктических и северных районов, обеспечивает занятость населения, сохраняет уникальные знания и навыки, передаваемые из поколения в поколение. Съезд оленеводов – это важнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов и проблем отрасли, развития отрасли, обмена опытом, выработки совместных решений и определения перспективных направлений. Сегодня, в эпоху быстрых перемен и новых вызовов, особенно важно объединять усилия для сохранения и развития традиционных отраслей. Оленеводство, поддержка оленеводов, повышение эффективности производства и улучшение качества жизни в арктических и северных районах республики – вот приоритеты для работы правительства и всей нашей республики. Правительство республики уделяет приоритетное внимание поддержке этой отрасли. Мы понимаем всю важность для сохранения самобытности народов, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития арктических территорий. В республике реализуются программы, направленные на укрепление материально-технической базы оленеводческих хозяйств, на развитие переработки продукции оленеводства, поддержку молодых специалистов, улучшение условий труда и жизни оленеводов. Уверен, что 4-й съезд оленеводов станет важным шагом на пути к дальнейшему развитию оленеводства в Якутии, позволит наметить новые горизонты и укрепить сотрудничество между государством, оленеводческими хозяйствами и научным сообществом. Дорогие друзья, дорогие собравшиеся, желаю всем участникам съезда плодотворной работы, конструктивного диалога, интересных дискуссий, ну и, конечно, успешной реализации намеченных планов. После приветствия Кирилл Евгеньевич вручил заслуженные награды. А затем с программой работы пленарного заседания делегатов ознакомил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению 4-го съезда оленеводов Сергей Васильевич Местников, который предоставил слово гостям. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я хотел бы от имени всех наших друзей с других оленеводческих регионов мира поздравить вас с этим событием, с началом работы 4-го съезда оленеводов Республики Саха-Якутия. Поскольку события происходят в Республике Саха-Якутия, конечно же, сегодня мы будем свидетелями не только делового собрания, но и грандиозного северного праздника оленеводов республики, настоящих хозяев тундры, тайги, гор, которые всегда во все века жили в абсолютной гармонии с природой. Но мы-то с вами знаем, что наш надежный, самый верный друг, северный олень, никогда нас не подведет, если мы к нему будем с такой же любовью и вниманием относиться к нему. Практика и жизнь показала, что так оно есть, так оно будет. 大家好，我是来自中国饲养畜牧的温科人。跟科我希望阿拉姑娘，每年以今年呢оленевода один из Китая. Но очень рад, что сюда приехал участвовать в вашем собрании. Но хотели бы с вашими учить друг друга об
объекта и обмен вашей культуры. У нас в Армия там один пока есть где-то по 1,5 тысячи, сейчас еще мало. И хотели бы на этот раз с вами больше общаться, может быть, от вас привлекать один на нашей территории, чтобы нас выбивали. И можно еще с вами больше сотрудничества на туризм, на культуру и так далее. Но постараюсь вам всем успеха. Европейским прогрессивным университетом потенциального все программы люди, а царство на возможность Здравствуйте, уважаемые участники 4-го съезда оленеводов Республики Саха-Якутия. Мы делегация из Монголии. Очень рад приветствовать вас на якутском земле. И мы хотим, во-первых, благодарить то, что пригласили нас на это большое событие. И мы считаем, что это очень большой шаг для наших будущих совместных разных проектов и развития оленеводов в Монголии. Мы у вас получаем много разных опытов и знаний, как дальше развиваться, как и вы. И мы вам желаем здоровья. И самое главное, наши олени были много и главное, качественно. Северное оленеводство – важная сельскохозяйственная отрасль наших северных регионов. Не просто образ жизни коренных малочисленных народов, а отрасль, которая вновь должна стать экономической основой жизни отдаленных сельских территорий Арктики. На этом и должны мы сосредотачиваться. Сейчас только так мы можем вернуть престиж отрасли, престиж профессии оленевода. Для этого как можно больше направлять молодежи в Арктический государственный агротехнический университет, слушателем которого я являюсь. И как решать вопросы организации практики студентов в оленеводческих хозяйствах. Для этого нужно оплачивать им проезд и проживание на практике. И в январе 2024 года в Анадырь приезжал Владимир Владимирович Путин. Во время его визита удалось согласовать повышение зарплаты оленеводов Чукотки практически в 2,5 раза. С февраля прошлого года оленеводы получают от 100 тысяч рублей оплату труда. Но это только один из шагов, которые необходимы для подъема отрасли не только в округе, но и во всех российских регионах. Определенная планка оплаты труда задана, надо повышать ее по всей России. С основным докладом о работе и задачах общественного движения оленеводов Республики Саха-Якутия на среднесрочную перспективу выступил первый президент Ассоциации оленеводов Якутии Павел Маркович Мараказов. В 2003 году второй съезд оленеводов Российской Федерации в городе Солидарности Нижневолодейска-Автономного округа стал отправной точкой формирования общественного движения оленеводов России в новом 21 веке. Следуя решениям оленеводов России был создан Союз оленеводов России. Президентом Союза оленеводов России был избран Тарля Дмитрий Оттович. Исполнительным директором был назначен Комаров Александр Бенедиктович. Правлением Союза оленеводов России были инициированы и принято решение о усилении работы субъекта Российской Федерации общественного движения оленеводов. Делегация оленеводов Республики приняла активное участие в данном съезде и выступила с инициативой о проведении Конгресса оленеводов мира в 2005 году в городе Якутске. При Министерстве сельского хозяйства Республики в 2003 году был создан Департамент традиционного отраслей Севера. Заместителем министра по северам был назначен Николаев Борис Ануфриевич. Первым руководителем Департамента традиционного отраслей Севера был назначен опытный руководитель, политический деятель, хозяйственник Иванов Прокопий Семенович. Благодаря поддержке руководства республики в 2005 году в городе Якутске был проведен третий конгресс оленеводов мира. В республике был проведен первый съезд оленеводов республики.
И решением съезда оленеводов была создана Ассоциация оленеводов Республики Саха-Якутия, где президент ассоциации был избран я, исполнительным директором был избран генеральный директор НОУКТВ Мандаров Алексей Егорович. По итогам работы Конгресса оленеводов мира в городе Якутске по нашей инициативе на уровне Российской Федерации была принята программа государственной поддержки оленеводства на развитие оленеводства Российской Федерации. На уровне республики была установлена гарантированная заработная плата оленеводам из государственного бюджета республики, установлен зональный подход по зонам ведения оленеводства, были обоснованы субсидии на приобретение спецодежды и табельное снабжение оленеводов. Был принят закон о кочевом жилье, стандарт кочевого жилья по зонам ведения оленеводства. Увеличены субсидии на строительство кораллей, строительство оленеводческих баз и маршрутных допингов. С некоторыми делегатами мы поговорили о том, что же их волнует. Я представляю кочевую родовую общину коренных малочисленных народов Севера имени Владимира Степановича Сидорова из Алданского района. Я уже работаю в оленеводстве 33 года. Мы приехали на 4-й съезд оленеводов в Якутск из Алданского района. Приехало нас 4 общины. Представляем свои вопросы, проблемы. Какие вопросы у вас? У нас самые больные вопросы – это хищники. То, что у нас поголовье снижается ежегодно, очень много хищников. По волкам самая больная проблема. Но мы надеемся, что правительство нас услышит, и они помогут нам решить эту проблему. В нашей общине работает 13 человек, из них 60% молодежь. Благодаря этой молодежи они стремятся сохранить поголовье. С утра до ночи территорию обхаживают, за хищниками тоже истребляют, да, охотятся. Ну, а община у вас такая, оленей-то много, нет? У нас около 1000 поголовья оленей. Но в Алданском районе мы находимся в самом труднодоступном и самом отдаленном месте. Расстояние из города Алдана 850 километров. У нас еще такая проблема с транспортом. В зимнее время, по зимнику, это надо ехать 2 сутки на машине. Это очень тяжело. Вот, буквально 15 марта у нас был день оленеводов в Алдане, в Алданском районе. И мы там участвовали. Привезли оленей своих на машине. К сожалению, сюда мы не смогли привезти, потому что олени очень сильно устали. А в летнее время мы едем, в летнее время вывозим детей оленеводов по речке. 2 дня на моторке. Очень далеко живем. Вы все-таки детей вывозите, и дети отдыхают? Детей вывозим. И в год 1 раз мы по зимнику вывозим самые необходимые продукты, продовольствие, на год запас, чтобы был. От этого съезда ожидаем поддержку молодежи, молодому поколению, которое работает в оленеводстве. Хотелось бы, чтобы выделяли гранты для строительства избушек, строительства изгороди. Вот это очень необходимо. Но конкретно в оленеводстве именно заработная плата и кадры. Мы сейчас выступаем именно на поднятие заработной платы. Если мы хотим решить кадры, именно должна быть решена именно заработная плата, повышение заработной платы. Тогда и кадр должен решиться, вот эта проблема. Еще проблемы есть у нас с промышленными компаниями. Именно острый стоит земельный вопрос, и мы сейчас предлагаем изменить федеральный закон именно по земельному закону и лесной фонд, чтобы нам общинам дали, именно лесной фонд именно нам дал возможность именно на вырубку леса для нужд материалов изгороди и кораллей и баз. Пьяно билган хамы рахам билган вопрос туту билган дек келен то тотор келен бардан билган төрөк бүтүн улар бут болот ачол бут келен бар. Ол тара хенегер тол береннен битин бар болдан муста алыне воттар домнада көкөр спета яннават ингена бар хоннада. Община вот тока бар община чанил
Genata novostuttu üs stadalahut kartı stada kim tutun çaldığı var o min tokor lili jar stada var tutun çatan takatavalahut. Onno. Hatta bu kampanyalar öyleliğinde altınıyla gittikler. O bir kinler beylerin lili jallar onu bir beyt lönne olanı doktor afşinalar onunla doktor kinler beylere ol kampanyalar kesildi. Bir lühetler onu kinlere de doktorun utaqsa vaqt bu. Правда, конечно, куаган отты. Бияқын bir экология табағаны етті. Промышленность бирге турбаты. Тактив. Нөкдер кинлерин лили жаданна денеме хатта хаялапы. Бейлere тоққады. Атчылары тут. Hatta bu siyestug'an tawdihan ini. Отто ханга болу мен каанара касара лаата микеле дитү мана сиес кемет тенар тотто чүй булаттын олааны мен каны келен лөкөттөн машиналардан табалар бүтүн киллерин аяннан келип бит. Манна келен сиес кайдым сыssa мана бар быйыл атты үлгәнәттә митик ник келли татты үлгән булатын күрәктә яны нәван тептермен барар бул. Рани кентен стада утгыртии. Эдер они вот тоқтар. Эдер вот билгән быйыл бир ул келбите атын ул районтан. Севен көлүттен келен лидерин стада бар. Ол быйыл хангел олдутты. Бу ага конуктага келбите. Кинени аларын көзлүсүн нара эдер ул. Билгән туссы арганы бем хысарым ул. Bahalısta akkın etere. Tomuske jiger var. Tuğundan üleliğin. Tabatından öyleyim. Ota kantan hildeyen, kanda üleliğin mi yapma. Bunun mup. En bayan üleliyatın rahattı da. Ben üleliyatın rahattı ama öyleyim. Teknika ayın tuğbarı barakatiyeddu. Kasiydi çoğu etten kasiye hatırlar barısından tuğuna markum öyleyler var. Бе Муспирдон Великостичиновта үлележебит манна бие хастада бутар агыстада бар. Чумледи. Отуттан такса, табата сүттен такса. Бары үдие кергенен оғолунан көһөлдеп. Ата табабы таксаны хөппеттен такса тыгынча бака билигин ата хен быйыр эми этеңгете хен кыстатыбыт. Хайыңы билемем төттө билдия. Булыгын хайын кыраты өлден аттан тебиден эптен хаты үчөй боларын. Ата эмтибит караллан эмтиби бийүксүн. Ата этеңелер табалар. Мен икис нөмердә Ильякасты шаатынан ыстадагы бүлеләбдем төрдөн таксыл болла. Кергеним бирге җирдәбде огыс, ото таксыл бирге җирдәбде, билин ол бутуга кырып болду туттар бут. Онта кени билин табадан бирге җирне билеҗе. Онда бии җекергенен хаҗабыт. Колбура мен ике ол бун кыта, олым табагыттар, җекергенен көһөлҗаллар, экергеттәре оглары болам бир стадага. Onun tonu şöyle bağay bilgin eder içetne hal beqtağı tataq öleyenler bihiqa eder oğlar bar stadandan köhöljer bolanlar kuşuy oğların bar tabağı tuğur vereteller bardır bilgi haccalar. Hayım bolun kıhım bolun kığın kanıgular pastayına taqsalar oğlar bu ol qaradın bidemede pastayına oğlar bu kömele höller. Onun şöyle bağay ata kollektivler barı splaşyonuna bağaylar barı ederler bolanlar eylek bağaydı otu. Böyle kadar kiddek bitne kurek bolun bırahanlık bolun barı bilgi haccalar. Bu siyestuğundan tobdihan yine. Oto siyeska bihi bu mustuvçatan tabahatlar barı toka halgalaqtar netinektere ol kamnastарын тугун быһарсыктара ким туга тибетиненче ата бу сиесин болана ха шөй би табаттар бахасаралга бидде мустабыт оло шөй байды сүбелен амалахан көрсүһен опыт пагытнатастабыт. Со своими насущными вопросами делегаты выступали и в прениях съезда. В последние годы отрасль сталкивается с рядом серьезных проблем, которые требуют немедленного внимания. Стоит отметить, что снижение численности оленей и падение цен на продукцию приводит к ухудшению дохода. Это ведет к дефициту кадров и снижению числа оленеводов. В нерентабельную отрасль молодежь работать не идет. И этот факт подтверждается тем, что сегодня в стадах работают оленеводы старшего и среднего поколения. Одним словом, остались работать патриоты своего дела.
Из-за труднодоступности, отдаленности и бездорожья, где большим препятствием являются и большие горные реки, что небезопасно для жизни детей, перевозка детей становится очень проблематичным вопросом. Соответственно, перед родителями встает вопрос, стоит ли отправлять детей в стадо. Оплата труда детей от 14 лет и старше производится через Центр занятости. Но в прошлом году оплачивали всего лишь за 1 месяц. Достойный труд детей должен оплачиваться также достойно. Ведь они в летнее время работают наравне со взрослыми. Из-за этого возникает вопрос преемственности поколений, отрыв молодежи от исконной жизни и нежелание идти работать в оленеводство. В настоящее время в стадах работают по 2-3 человека. Многие оленеводы ушли работать в другие отрасли, это промышленность, мостовикам, дорожникам и так далее, где зарплата повыше и условия труда намного, естественно, лучше. Остро стоит вопрос нехватки необходимых кадров для нашей отрасли. Это ветеринары и зоотехники. Меня зовут Драганский Василий Александрович. Я оленевод, представитель общины Амалой Сиамского УСа. Также, к сведению, недавно мы стали племенным стадом. Я являюсь, так скажем, наследником хозяйства, которое создали мой дедушка, отец и жители поселка Хаир, которые помогали нам. Сам я в этой сфере недавно, в связи со своим возрастом, но за такое короткое время я ощутил на себе все тяготы этой профессии. Я думаю, что на данный момент это одна из самых трудных профессий. Также у нас, как и у всех, проблема в поиске оленеводов. И я думаю, что это решаемая проблема. Сам я являюсь магистром 2-го курса бывшего ЕГСХ, а ныне АГАТУ, по направлению биотехнолог. Пошел я в этот университет целенаправленно. Мне показалось любопытным иметь столько оленей и не производить или же не перерабатывать продукцию северного оленя. Со своим научным руководителем я выбрал направление сублимации, а именно сублимационная сушка. Первые шаги к этому направлению уже у нас идут. Необходимо лишь оборудование и практика. Я считаю, что можно будет что-нибудь сделать в этой сфере. Еще я считаю, что люди моего поколения могли бы пойти работать оленеводами только в том случае, если заработная плата будет около 100 тысяч. Ну или больше даже. Но потому, конечно, она не решит всю проблему нехватки кадров. Но она даст время, чтобы решить эту проблему на корню. Я считаю, что пока есть старшее поколение, которое может нам помочь и обучить нас, у нас есть шанс удержать северное домашнее оленеводство. Подчеркну слово «домашнее». Ведь благодаря им, старшему поколению, сейчас и держится все сельское хозяйство нашей республики. И в дальнейшем, как бы это странно ни прозвучало, я бы хотел на таких съездах, собраниях увидеть больше молодых лиц нового поколения. Работа пленарного заседания 4-го съезда оленеводов Республики Саха-Якутия была очень насыщенной. Было много выступлений, предложений, в результате которых была принята резолюция съезда к органам власти, оленеводческим хозяйствам, общественным организациям, учебным и научным учреждениям.
Делегаты избрали нового председателя Союза оленеводов Республики Саха-Якутия, директора родовой общины «Кочевник» Эвено-Бетантайского района Альберта Александровича Колесова, а также обозначили основные приоритеты дальнейшего развития оленеводства.